Добрый вечер, дорогие друзья. 20:00 в городе Якутске. Как всегда, в это время, по понедельникам, буква закона, в котором мы говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Я адвокат Павел Стаценко. Поздравляю вас с Днем защиты детей. И сегодня как раз мы будем говорить об этой проблеме, об этой теме, о защите прав ребенка с моей гостьей нашей программы, уполномоченной по правам ребенка в Республике Саха-Якутия, Соловьевой Анной Афанасьевной. Добрый вечер, Анна Афанасьевна. Здравствуйте. Я вас тоже поздравляю с Днем защиты детей. Спасибо. Вас также. И еще у меня новость. Да. В 2012 году, была принята новая резолюция Организации Объединенных Наций. И сегодняшний день – Международный день родителей. Я вас поздравляю. Спасибо. Я вас и также. И всех радиослушателей и телезрителей также с этим днем. Которые являются родителями. Итак, сегодняшняя тема защиты прав ребенка. Вообще надо отметить, что в последние годы в республике, да вообще в России и, наверное, в мире, к сожалению, к этой теме обращаются вновь и вновь и все большим размахом. Связано это с тем, что дети, к сожалению, чаще стали нуждаться в защите, в правовой защите, в защите правоохранительных органов и других органов по обеспечению их прав. Как вы думаете, с чем это связано? Даже у нас в республике в последнее время громкие скандалы с сексуальным насилием детей, с тем, что у нас, пытаются научить читать стихотворения с помощью деревянной палки, в результате чего ребенок, к сожалению, умер. Эти все истории на слуху. Мы, кажется, по-моему, участвовали в передаче «Честная Якутия» по этому поводу буквально в декабре. С чем чаще всего приходят к уполномоченному по правам ребенка в республике? С какими проблемами? Во-первых, позвольте мне с вами сразу не согласиться. Так. Угу. Вообще ребенок – это такое уязвимое существо, полностью зависящее от его окружения. Угу. Знаете, во все времена у всех народов жертвой произвола в первую очередь всегда становился ребенок. Просто у него был статус немного другой. Угу. Он не был субъектом вообще какого-либо права. Угу. Он был полностью зависим от родителей, он был его собственностью, и, как говорится, «я тебя породил, я тебя убью», оно было в самом прямом отношении к ребенку. И поэтому ребенок начал внимание политиков и юристов только после Второй мировой войны. Угу. Но не от того, что ребенок вдруг стал любимым. Оказалось, настолько 44 страны воевало. Угу. Такая огромная беда была. Все страдали. И все мечтали о прекрасной жизни. Все думали, возлюбим друг друга. Но, к сожалению, после Второй мировой войны развернулась вакханалия преступности. И ученые мира, когда начали изучать эту проблему, они пришли к неожиданному результату. Оказывается, преступниками стали дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. И, знаете, в этом аспекте детские дома Советского Союза с его концепцией любви к этим детям героев Великой Отечественной войны, из них вышло очень много хороших людей. И оно совершенно по-другому вообще-то в Советском Союзе было. А в других странах, где не было такого государственной опеки над детьми, оно вышло вообще-то именно преступностью со стороны детей, ставшими сиротами. Потому что они настолько настрадались, настолько озлобились, что им человеческое общество стало врагом номер один. И поэтому я скажу так.
во все времена ребенок терпел такие унижения, такие оскорбления до лишения жизни. Но никто на это не обращал внимания. И только когда увидели, что зло, которое воспитано в ребенке, выливается на само общество, и они становятся жертвами уже этого ребенка, которого они заставили страдать нечеловеческими страданиями, отрезвило людей. И тогда они решили, что вообще-то ребенок – это человек. И вот сейчас, когда говоришь, ребенок – это человек, никто не возражает. Но для этого законопроект делали, Конвенцию о правах ребенка, ровно 30 лет. Хотя декларация из 10 предложений, что ребенок все-таки это человек, что ребенок можно считать до 18 лет и тому подобное, и что он должен стать субъектом права, оно декларировалось ровно 30 лет. И только в 1989 году Организация Объединенных Наций ратифицировала Конвенцию о правах ребенка. Это очень маленький закон, 54 статьи, очень простые, в котором говорится, ребенок – это человек, ребенок до 18 лет, ребенок должен воспитываться, ребенок должен учиться, ребенок должен стать человеком, дать ему должное образование, заботиться о его здоровье. Вот только в 1989 году. Сколько лет прошло? Ну, скажите, а вот механизмы все-таки защиты прав, они совершенствуются. Все равно постоянно появляются какие-то новые органы. У нас в последние годы уполномоченные по правам ребенка в республике 12 лет существует. 12, да? А в России 5 лет. В России всего 5 лет, но тем не менее в последнее время это очень значимая должность, фигура, которая также, в принципе, выступает и на международной арене. А как вы думаете, с чем это связано? Вот это положительный момент или это все-таки показатель отрицательного момента? Как вы думаете? Ну, во-первых, я скажу, что это положительный момент. Когда к человеку относятся по-человечески, вообще-то помните песню «Собака становится кусачей», тогда от чего? От жизни собачьей. Понятно, да. Поэтому я же вот предыстории сказала, что от собачьей жизни дети стали преступниками. И вот когда ребенка признали юридическим субъектом, объектом права, и он, должен уже по закону, имеет право на жизнь, имеет право на человеческие отношения, воспитание, образование, то, естественно, он тоже становится человеком. Ну вот, в принципе, такое количество органов, оно мешает или помогает защите прав? Вы знаете, я стала уполномоченным, меня избрали в 2003 году. И когда я начинала работать, было очень тяжело. Во-первых, было много непонимания. Во-вторых, все смотрели на эту должность как на должность, которая как бы лишняя, вот жиру типа бесится. Но вот в течение... Да, я помню, да. Такое было, да. Да, вот в течение многих лет, вот, ну не многих, а вот 12 лет, совершенно изменился подход к ребенку. Совершенно изменился. Мне стало легче работать. Во-первых, нас всего было 3 человек, это 2 моих старших референта, но 3 человека и такая огромная республика. Я вынуждена была заниматься социальным партнерством. Тогда слово «социальное партнерство» люди даже не воспринимали, они не понимали, что это такое партнерство, да еще социальное. И мне приходилось прямо на руках объяснять, на пальцах, и говорила: а помните шефство, а помните, дружили учреждения, предприятия друг с другом, в колхозы ездили, копали картошку, дружили. Вот точно так же давайте, ребята, дружить. Вот как по мультфильму. Давайте, ребята, дружить. И вот в течение 12 лет у нас социальное партнерство в конце концов оформилось вообще де-юре. И теперь у меня социальное партнерство не только с Министерством образования, с Министерством культуры, с Министерством труда и социального развития. Это те министерства, Министерство здравоохранения, ну, которые непосредственно заняты ребенком и семьей. А у меня еще и с силовиками. И таким образом мы все знаем, что, где, как случилось, и почему случилось, и что нужно. У нас даже алгоритм
То есть информационное взаимодействие. Взаимодействие не только информационное, но просто практически по всем вопросам. И мне стало легче работать. Очень помогает прокуратура. Очень. Потому что они стоят на страже, значит, соблюдения законов. И поэтому в любом случае мне работать с прокуратурой стало намного легче. Нет того снобизма, когда говорили, ну, кто это такой уполномоченный? Ну, что вот он делает? У него нет никаких прав. Да, действительно, у меня нет прав судить, у меня нет прав наказать, у меня нет никаких вот силовых специальных методов. Прав, да. Но во всем мире уполномоченный как раз является тем человеком, который, несмотря ни на что, говорит свое мнение, и к этому мнению должны прислушиваться. Вот за все 12 лет я скажу спасибо нашим гражданам Республики Саха-Якутия, которые есть человеческий фактор. Любой начальник, любой человек, в первую очередь человек. И вот этот человеческий фактор, значит, вот, наверное, даже вот то, что мы северяне, тоже помогло. Вы знаете, вот все мои рекомендации исполнены и в полном объеме. Я не скажу, что наступил рай земной, и все проблемы детства решены. Нет, ни в коем случае. Просто, вот, знаете, в каждом конкретном ребенке, в случае его нарушения прав, я вижу вот проблему, которую необходимо решить именно к этому ребенку. И плюс, чтобы была профилактика системная, вот именно вот этого нарушения прав ребенка. И вот мы, значит, со своими двумя старшими референтами мы, значит, вот организовали целую такую систему защиты прав ребенка. И в этом я благодарю наших руководителей ведомств, наших специалистов, которые пошли мне навстречу, и это характеризует их как людей с высоким таким вот ментальностью, скажем так. А вот какая категория прав детей вообще, ну, какой возраст может быть, и какое основное, самое распространенное нарушение прав ребенка? Имущественные. Имущественные? Да. Странно, почему? Во-первых, вы знаете, это осталось у нас наследство от Советского Союза. Ну, помните, первое большое строительство, это были хрущевки. Да. Да, помните, как вздохнул Советский Союз, когда строили хрущевки? Ну, не помню, но... Вы не помните, потому что вы были молодыми. А мы еще помним. Потом, значит, когда пришла перестройка, все это рухнуло. И люди остались бездомные. Вот у нас проблема школ до сих пор есть, да, проблема детских садов, потому что вот все, что накопилось, оно все равно есть. И разрешить эту проблему очень сложно. У нас очень много детей не имеют того жилья, которое им гарантировано законом. То есть каждый человек должен иметь свою комнату. Мы не можем этим похвастаться. У нас есть семьи, которые живут в однокомнатной квартире, живут в ветхом жилье, живут в коммуналках и так далее. И там, это еще хорошо. Очень много людей живет в наемных квартирах. Но это хорошо, что они могут оплатить. Это вообще ребенок. Это не говорится о том, что он должен в частной собственности иметь угол. Ребенок должен в любом, пусть это будет его приватизированное жилье родителями, пусть это будет наемное жилье, пусть это будет найм коммерческий. Лучше, конечно, социальный найм. Но он должен иметь место, где он отдельная кровать, отдельный бы стол для подготовки к занятиям. То есть у него должны быть какие-то условия жизни. И поэтому вот сейчас хочется думать, что вот это строительство, которое у нас какое-то неподъемное, когда даже сам Медведев говорит, что тут какой-то массовый сговор строителей, это уже даже если первое лицо такое говорит, ну уж мы на своей шкуре это чувствуем, да? Все же мы чувствуем. Ну, конечно, да. Да. Поэтому вот эта проблема стоит на первом месте.
Скажите, вот вы вкратце сказали о международном международном признании прав ребенка. В последнее время мы часто, ввиду различных политических событий, в частности, допустим, такого отношения международного сообщества к нашей стране несправедливого, мы уже, в принципе, начали адаптироваться и говорить о том, что все-таки международная правовая система, она не имеет приоритета над нашей национальной правовой системой. Грубо говоря, конституции, законы, значит, даже если противоречат международным правам. Я вам скажу одно. Вот если говорить про Конвенцию прав ребенка и подобные международные акты, они не пострадают, как вы думаете, в этой системе? Во-первых, этот закон, всегда же говорят, насколько талантливо, настолько просто. Вот это, знаете, когда у ребенка не нарушаются права, он живет как дышит. А вот когда ему плохо становится, он уже дышит по-другому. И поэтому вот конвенция как воздух. Она единственный нормативный законодательный акт, который признан всеми государствами, кроме США и одной маленькой страной. Все остальные страны ратифицировали, признали. И притом он настолько, знаете, например, говорят, там есть такое понятие: ребенок должен получить образование. Но не написано 2-классное, 4-классное, 8-классное или 12-классное. То есть каждая страна в силу своих возможностей обучает своего ребенка до какого-то этапа. Вот пример такой. То есть он очень такой, знаете, скажем так, гибкий закон. Он говорит, ребенок имеет право на жизнь, и все. И ребенок имеет право защиты государства. Но вот как это трансформируется это в данном количестве? Система, да? И вы знаете, я вам скажу одно. Каждый народ имеет право на свои традиции. И об тоже сказано в Конвенции. То есть этот закон настолько такой гибкий и демократичный, а как его применить относительно своего народа, это уже зависит от самого государства. Тогда такой негибкий вопрос. Вообще, как вы считаете, действующая нормативно-правовая база в России, она достаточна для того, чтобы обеспечить права ребенка? Или все-таки нужны еще дополнительные какие-то законы? Или они друг другу противоречат? Нужна какая-то реформа? На данный момент я считаю, что в России мы, в отличие от других, например, европейских стран, где право ребенка существует с 1989 года, значит, я считаю, что у нас закон действует в наших традициях. То есть мы, во-первых, значит, приоритетным считаем семейное воспитание, хотя в Советском Союзе у нас было коммунистическое воспитание, и государство на себя брало обязанность воспитания, образования, трудоустройства, здравоохранения, все на себя брало. Сейчас оно начинает эти полномочия отдавать родителям. И, к сожалению, родители оказались не готовы. Не справляются. Не справляются, к сожалению. И плюс много таких нюансов, которые именно опять-таки делают ребенка уязвимым. А в других странах, например, вчера показывали по телевизору Норвегии, когда отец 5 детей говорит: я очень боюсь за своих детей, потому что их могут отнять по причине того, что кому-то не понравится, как я воспитываю своих детей. Вдруг ребенок заплачет и подумает, что я осуществляю над ним насилие и так далее. То есть там родители уже, государство настолько вмешалось в жизнь, в семейные традиции, что семья чувствует себя уязвимой. Даже российских граждан, которые были туристами, не так давно Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации, этот проект также комментировал, когда, будучи туристами, по-моему, или, может быть, будучи проездом, отобрали у российского Вы знаете, я вам одно скажу. Когда едешь в чужую страну, едешь как в чужой монастырь, соблюдай их правила. Да, согласен, да. И поэтому очень часто наши соотечественники, не зная броду, лезут в воду. И почему-то считают, что они не должны вести себя как у себя дома.
у нас у себя дома все-таки семейные традиции, семейное воспитание, как-то более уважительно люди относятся. И мало этого, мы обвиняем наших людей в черствости, в равнодушии, когда ребенок, чувствуется, что с ребенком что-то случилось, но никто ничего не говорит. Типа семья сама все разберется. И доходит до таких диких случаев, как убийство ребенка. Да. Конечно, они не хотели, наверное, убивать ребенка, но вот так получилось. Но получилось из-за чего? Из-за того, что хотя соседи говорили об этом, но уполномоченные на то органы, а их у нас много, это МВД, это местное самоуправление, это следственное управление, это прокуратура и просто соседи, они же не увидели в этом зла для ребенка. И поэтому мы начинаем... Вот всегда есть крайности. И вот чтобы не дойти до крайностей, каждый должен знать законы, нормы и традиции. Вот скажите, а вот нарушение прав ребенка при разводе – это достаточно частое явление? Вы знаете, я вам одно скажу. Когда люди не до конца разрешили свои взаимоотношения, когда у них присутствует, знаете, еще любовь, которая не угасла, ревность, какие-то претензии друг к другу, орудием вместе становится ребенок. К сожалению, это чисто человеческое качество, которое не украшает человека. Но все равно, вот как вы считаете, в данном конкретном контексте у вас правовой механизм защиты ребенка, он отлажен или все-таки требует реформирования? Он отлажен. Во-первых, есть органы опеки и попечительства, которые представляют интересы ребенка. Но, к сожалению, там тоже сидят люди. И они тоже могут там возникнуть человеческие факторы. Я симпатизирую матери, я симпатизирую отцу, но это чревато. Поэтому на все надо смотреть жестко с точки зрения норм закона. Ребенок после 10 лет имеет право сказать свое мнение. С кем он хочет жить. А ребенок хочет жить, между прочим, и с папой, и с мамой. Хоть они там уже друг друга не так любят, как любили. Ну, он-то их любит одинаково. А он любит их, безусловно. Он любит маму за то, что родила, папу за то, что он является папой. Он любит их без условий. Вот эта особая любовь ребенка, к сожалению, как-то не доходит до родителей. У нас остается не очень много времени. Скажите, Анна Афанасьевна, как вы думаете, что нужно нам предпринять для того, чтобы улучшить качество защиты прав наших детей? Я думаю, надо лучше знать законы и прислушиваться к душе. Каждый человек был ребенком. Поставь себя на место этого ребенка. Не на место мамы, не на место папы, а поставь себя на место этого ребенка. Но вот поставить себя на место ребенка, но тем не менее все-таки сложно. А как вы думаете, вот в этом весь, вот в том, что человек не может поставить себя на место ребенка, или что-то еще есть? Почему нам приходится защищать права детей? Я имею в виду уполномоченные органы. Какова причина главная? Главная причина, я думаю, в неразрешенности человеческих чувств. И вот, знаете, ребенок думает одно, папа другое, мама третье, а уполномоченные четвертое. И получается, что они все не могут друг друга понять. И отсюда есть одно кредо – исходить из интересов ребенка. Большое спасибо, Анна Афанасьевна, за то, что уделили нам внимание. Поздравляю еще раз вас с праздниками. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. Я также вас поздравляю с Международным днем родительским. Днем родителей. Днем родителей. И Днем защиты прав ребенка. Нет, не прав. Просто Днем защиты детей в Российской Федерации. Прошу прощения. Днем защиты детей. На этом все. Защищайте своих детей, защищайте чужих, берегите. Следуйте букве закона. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.